Доброе утро, дорогие друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурлева. И Максим Гоголев. Отличный день, понедельник, 9 декабря. Новый год все ближе и ближе. Я надеюсь, что ваше настроение все лучше и лучше. Да, хотелось бы напомнить, что у нас в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Пишите любые поздравления, приветы своим друзьям. Поделитесь новостями, что у вас сегодня происходит. Да. Ну что ж, друзья, мы хотим рассказать вам про памятные даты и важные события, которые произошли в России в этот день, 9 декабря. Итак, сегодня, 9 декабря, отмечается День Героев Отечества в России. Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. До 17 года День памяти Святого Георгия в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 17 года праздник как орден был упразднен, но в 2007 году его возродили. Сегодня День Героев Отечества в России чествует героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Слава. В честь этой даты в Москве в Георгиевском зале Кремля происходит торжественный прием с участием героев Отечества. А в российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день с коррупцией. Коррупция – это сложное социально-экономическое и политическое явление. Оно замедляет экономическое развитие в обществе и подрывает государственные устои. По данным ООН, ежегодно объем взяток оценивается в $1 триллион. Мировая экономика теряет примерно $2,5 триллиона в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более 5% глобального ВВП. Государства, подписывающие Конвенцию против коррупции, объявили уголовные преступления взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Ну, там была картинка, как выглядит $1 триллион. Это примерно весь центр города Якутск. Друзья, ну, а мы хотим напомнить вам также об особенном проекте, который посвящен 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Компания НВК «Саха» принимает у вас копии дорогих писем ваших родных, которые они писали вам с линии фронта в 41-45 годах. Отправляйте их на электронную почту utro.nvk@mail.ru или приносите прямиком к нам в редакцию. Якутск, улица Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Ну, прежде чем подойти к нам, потеплее оденьтесь. Сегодня уже очень холодно. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром центральные улусы минус 34, минус 45, днем минус 32, минус 41. В заречных улусах минус 35, минус 46, днем минус 39, минус 35. Южных минус 29, минус 38, днем минус 27, минус 36, Вилюйских минус 25, минус 38, днем минус 31, минус 37, Нижнеленских минус 30, минус 39, минус 40, днем минус 36, минус 46, в западных улусах минус 24, минус 31, днем минус 24, минус 34, в Колымо-Индигирских минус 22, минус 49, днем минус 27, минус 39, в Янских минус 42, минус 48, днем минус 27, минус 42. На северо-западе минус 36, минус 45, днем минус 30, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 41 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 37, минус 39 градусов. Ну вот такая погода ждет нас на сегодня. Действительно, это особенность нашего края. Это действительно холод, да? И еще какая особенность есть у нашего края? Это, конечно же, обморожение. Ну куда без них? Да. Детское обморожение еще по-другому называют железным обморожением. Это когда дети пробуют на язык, прилипает ли язык
какому-нибудь железному, какой-то поверхности. Как делал в детстве? Я делала. Да, я тоже делал. По-моему, делали все. При этом надо будет полить язычок бедного ребенка не горячей водой, а теплой. Давайте Да. посмотрим сюжет. У детей обморожение развивается значительно быстрее, чем у взрослых, что связано с особенностью строения кожных покровов и их кровоснабжения. Как говорят врачи, к такому травматизму подвергаются в основном дети подросткового возраста. Любят выходить на улицу без перчаток, да, иногда без шапок, в тонкой одежде, в тонкой обуви, да. И вот она очень актуальная проблема, и зачастую дети не обращаются по поводу данного заболевания, то есть думают, что это все само пройдет. Но на самом деле она очень сложно поддается лечению, особенно когда отморожение у нас в более тяжелой степени. В зимнее время года нежная детская кожа тяжело переносит агрессивное воздействие низкой температуры. Обморожение у детей можно определить по следующим признакам. Если ребенок почувствовал боль какую-то, да, у него онемение конечностей, да, в основном, конечно, это руки, ноги, да, лицо может быть, да, затронуто, появляются какие-то парестезии, то есть легкие покалывания, да. При таких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу в поликлинику, да, для установления диагноза, для назначения правильного лечения, да, и дальнейшего наблюдения такого пациента. И, конечно, взрослым надо знать о том, как помочь своему ребенку при обморожении. Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечностей, восстановлении кровообращения пораженных холодом тканях и предупреждения развития инфекции. Резко повышать температуру, растирание не рекомендуется, особенно при первой и второй степени. Нужно просто ребенка завести в тепло, дать ему попить горячего чая, там, либо морс, либо любую другую жидкость, просто укутать в одеяло, да, но, как проще говоря, там, из холода сразу в кипяток руки не нужно сувать, да, и чтобы в дальнейшем не получить каких-то осложнений. И самолечением не надо заниматься, лучше обратиться к врачу. Как проводится первая помощь при обморожении, надо знать каждому, но пусть она не пригодится никому. И чтобы не произошло случайное обморожение у ребенка, надо правильно выбирать одежду и обувь из качественных материалов, которые не позволят ребенку потеть и замерзать. Будьте здоровы! Вот так, друзья, хорошие советы для вашего здоровья. Еще бывает, что очень часто в жизни нам требуется дорогостоящая консультация юриста. И некоторые не обращаются за помощью к специалистам, потому что нет денег. Важно знать, что в центре «Мои документы» существует такая услуга, как бесплатная консультация юриста. Она действует для представителей малоимущих семей, многодетных семей и для инвалидов. Подробнее расскажет моя коллега Екатерина Винокурова. С 2013 года в центрах «Мои документы» оказывается бесплатная юридическая помощь для льготных категорий населения. На данный момент она оказывается на территории всей республики. Бесплатная юридическая помощь оказывается таким льготным категориям населения, как инвалиды, многодетные, малоимущие, либо, например, семьи, которые желают взять в семью ребенка и так далее. Основной перечень указан в Федеральном законе о бесплатной юридической помощи и законе Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи. Обратиться лично можно в городе Якутске и в городе Нерюнгри. В случае же, если вы проживаете на территории республики, где нет у нас юриста, можно обратиться в наш офис, и в этом случае юридическую помощь можно оказать дистанционным способом. В городе Якутске можно обратиться в офис по улице Амосова, 18 в будние дни с 9 до 7 вечера. Помимо этого можно позвонить на телефон бесплатной горячей линии, который вы видите на своих экранах. Хотелось бы остановить внимание по льготам для многодетных. Многодетным предусмотрены такие льготы, как налоговые, земельные, либо в сфере ЖКХ. По налогам многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, могут получить льготу на земельный участок, на квартиру, либо комнату. Кроме того, муниципалитеты выдают семьям, имеющим 3 и более детей, земельные участки либо в собственность, либо в аренду. Вместе с тем, государством предусмотрены различные социальные выплаты для многодетных семей.
Также напомним, что за рождение третьего ребенка выдается республиканский семейный капитал «Семья». Данным сертификатом можно распорядиться не только для улучшения жилищных условий. На закупку технических средств, либо приобретение транспортного средства, например. Кроме того, для семей, имеющих 4 и более детей, существует отсрочка по военной службе по призыву. Для получения льгот многодетным семьям необходимо обращаться в центры «Мои документы», в органы социальной защиты или налоговую службу. Ну что ж, вот такие хорошие услуги предоставляет наш МФЦ. Но мы, друзья, хотим вам напомнить такую важную вещь. Если вы хотите сделать приятный сюрприз, приятный, скажем так, комплимент своему товарищу, коллеге или подруге, другу, можете приобрести вот такие магнитики, харысхалы, обереги с пожеланием здоровья, счастья и других приятных вещей. И, Максим? И при этом вы можете выиграть просто замечательные призы. Например, Hyundai Solaris. Да. Покупаете такой вот сувенир и, может быть, выиграете новое авто. Да. Друзья, поселок Кызылсыр в Якутии – это сердце газовой отрасли. И отрадно, что там работают наши земляки. Так, например, молодая семья Сметаниных, окончив вуз, решили построить свою карьеру и новую семейную жизнь именно там. С ними встретилась наша корреспондент Наталья Колесова. Молодая семья Сметаниных в поселке Кызылсыр проживают с 2013 года. Супруги оба работают в промышленной компании по добыче и транспортировке газа. Вдвоем окончили Томский политехнический университет. Больше как бы технарь. Мне больше лучше поддаются эти технические науки. Из этого как бы у меня выбор был как бы не маленький. Или идти нефтегазовое дело, или как бы горное дело. Ну, в то время, насколько я знаю, когда мы оканчивали школу, у нас по линии департамента подготовки и расстановки кадров очень хорошо работало, ну и сейчас работает. Вот туда вот в дворце детства, когда мы школу закончили, подавали документы, ну и там уже стояли, выбирали, куда подавать. Ну я почему-то не знаю, но Томский политехнический университет сразу первый туда пошел, сдал, все, сказали, поступи. Ну, видимо, судьба у меня такая, встретить мужа в Томском политехе. После окончания вуза молодая семья, долго не думая, решили приехать в поселок Кызылсыр. Сейчас Мария работает инженером-экономистом, Илья – главный инженер. После вуза у нас не было крыши своей над головой, и, конечно же, мы с удовольствием поэтому приехали в этот поселок. Единственное, вот самое заманчивое предложение было, что и жилье благоустроенное, и, ну, и соседи вот все тоже молодые специалисты. Семья воспитывает сына и дочку. Леночка в этом году пошла в 1 класс, занимается в музыкальной школе. А сын Леня – воспитанник детского сада. Мамины ручки тепло, мамины глазки светло, мамина каска не, мамины мысли со мной, мамин поклон мой дневной. По словам Марии, они не жалеют, что живут и работают в поселке Кызылсыр. Здесь им очень нравится природа. Любят всей семьей ходить на ягоды и грибы. Кызылсыр такое место с такой богатой природой. Тут и летом малина растет, и все мы с семьей у нас, ну как и все по традиции, мы все сами собираем: бруснику, смородину, грибы. Поселок Кызылсыр – центр газодобывающей отрасли нашей республики. Приоритетными направлениями экономики являются газовая промышленность, переработка и транспортировка газа. Кызылсыр – поселок городского типа. Был создан в 1960 году как поселок геологов. На сегодня здесь проживает более 3000 человек. Как отмечают сами кызылсырцы, уходящий год – это новый этап в развитии поселка. Одним из достижений стало строительство многоквартирных домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Ну что, с семьей Сметаниным еще раз большой привет. Доброе утро вам и всему населению Кызылсыра. Весь год проходят мероприятия, посвященные 85-летию старейшего творческого союза республики, Союза писателей Якутии. Об этом следующий сюжет.
На днях в рамках юбилейных мероприятий Союза писателей Якутии состоялся творческий вечер поэта, лауреата литературных премий, секретаря правления Союза писателей России Геннадия Иванова, где приняли участие не только аксакалы литературы, но и юные почитатели поэзии. Я после литературного института работал в издательстве, где в основном редактировал якутских авторов. Самые мои любимые авторы это руководитель писательской организации Наталья Харлампьева. Я переводил ее стихи, я знаю ее поэзию, я знаю ее, понимаете, глубину ее лирики. И Николай Логинов. Николай Логинов для меня, конечно, безусловно, писатель не то что для Якутии, но и для всей России. Очень самобытный, очень неординарный и очень значительный, крупный писатель. За 85 лет Союз прошел непростой путь. Сегодня литература народов Якутии создается на 5 языках – якутском, русском, эвенском, эвенкийском и юкагирском. Жизнь не стоит на месте. Изучая литературу, мы познаем жизнь. Это, в общем-то, достаточно большая армия писателей, которая работает. Ну и за нашими спинами, в общем-то, достаточно большие личности и очень большое литературное наследство, которое мы обязаны не только почитать, но и обязаны продолжать эти традиции в будущем. Как и во всех сферах, молодое поколение – будущее и надежда литературы Якутии. Это те, кто будут словно зеркало освещать нашу жизнь. Я увлекаюсь с детства, потому что все поэты пишут интересные стихотворения и рассказы, и это интересно читать. Я бы писала про, почти обо всем, о животных там, о себе. Обращаясь к литературе, мы сбережем немало личного времени, учась на примерах литературных героев, поведению в жизненных ситуациях, постигая людские характеры и судьбы. Мы подарим, так сказать, флаг Союза писателей России, мы подарим писательской организации, мы подарим почетные грамоты лучшим писателям, подарим наши особенные такие медали. Особенно у нас есть медаль, это золотая медаль Василий Шукшин. Мария Павлова, Илья Жараев. Новый день. Якутск. Представляете, жители села Даппарай Клавского наслега своими силами построили культурный центр. Давайте посмотрим следующий сюжет и узнаем, как это было. В центре села Даппарай появилось новое строение, предмет гордости жителей Клавского наслега. Тумсюде Тет дом объединения. Название дано неспроста, строили его всем наслегом от мала до велика. У каждого свой вклад, главное, от участия никто не отказывался. Праздновали тоже все вместе, и вроде просторное здание едва вместило участников значимого события. Küyüsterinden bütün nehirler barıkıttan eder bihigi salaya açtıbız. Arayı serimi evine inisiyativatından küyühünden satabığından tutulunan nahaçı kultura diyete tümsü diyete kiren olurmuş. Сегодня сложно вспомнить, кто именно стал инициатором, улыбается Раиса Еремеевна. Но что старшее поколение давно мечтало о своем месте, это точно. Наши ветераны, наши пенсионеры настаивали на том, все каждый раз просили, чтобы где-то, где им дать какой-то угол просили. И вот, наконец-то, в этом году, в начале этого года, где-то в январе, феврале, наверное, мы собрались и решили строить вот этот тымсюдете. Конечно, все работало от мала до велика, но основную часть все равно на себя взяли молодежь. Я очень благодарна нашим жителям, нашей молодежи, нашим ветеранам, пенсионерам. И вот видели вы сегодня, как 10 класс, 11 класс радуется. Все помогли, никто не остался в стороне. Клавский наслег всегда славился своей богатой культурой, танцевальные номера, песни в исполнении самих жителей. Это подтвердило еще раз. Очень рада, что мы построили, наши дети, мои внуки тут тоже работали, мы сами тоже работали. Очень рада, что тут построили.
Это великолепное панно тоже итог золотых рук членов клуба «Уран-Тарбах», подарок к открытию и память о острове, откуда переехали кылахцы почти 10 лет назад. И вот наш Кылах, старинная церковь, тут есть школа, старый магазин. Вспомнили нашу юность. И вот наша река Лена, как все знаете, тут есть, плывут пароходы, на берегу гуляют лошади. Здесь нет равнодушных. Наш родной кыллахский наслед, с гордостью говорят кыллахцы. Здесь любят и чтят свой гимн, который для них не просто слова, а часть их самих. Елена Фаст, Алекминск. Вот такие замечательные сельчане, да, в селе Запарай. А тема следующего разговора у нас всероссийская перепись населения. И у нас в гостях Ирина Гаева, руководитель территориальной государственной службы статистики по Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, ну, самый первый вопрос, да? Да. Когда стартует? Перепись 2020 года, всероссийская перепись 2020 года. Это раунд переписей уже 2020 года во всем мире. Организация Объединенных Наций 2020 год. Ну, вообще по нулевым годам рекомендовано всем странам мира проводить перепись вот именно по нулевым или рядом вот с этим годом. Кто-то проводит в 9-м накануне, кто-то в следующем году. Вот Россия проводит переписи уже второй раз подряд по нулевым годам. Предыдущая перепись была в 2010 году и предстоящая в 2020 году. И по месяцам теперь конкретно для наших слушателей. Основной период проведения переписи объявлен, да, это октябрь месяц, с 1 по 31 октября 2020 года. Но для субъектов, для регионов, где есть много отдаленных и труднодоступных территорий, где в октябре месяце просто физически не добраться до каждого населенного пункта, или реки не открылись, или реки обмелели, или другие, много у нас всяких проблем существует, дана возможность субъектам Российской Федерации самостоятельно определять, в какой именно период, и разрешенный период с апреля по декабрь месяц. То есть раньше? Да, можно начать раньше и закончить не 31 октября, а декабрем месяцем, до 1 декабря. У нас в республике мы определено, что труднодоступные вот эти территории, населенные пункты, всего их определено 272. Перепись начинают, часть из них начинают самые первые с 1 августа, потом переходим, самые, у которых самая сложная схема, потом мы переходим на сентябрь месяц, и все остальные стартуют с 1 октября 2020 года по 31 октября. Кого учитывать, кого переписывать будем? Да, вот, значит, переписи будут подлежать все постоянное население. Что такое постоянное население? Поясняю, чтобы не путались. Это не те, кто именно зарегистрирован, кто зарегистрирован там в республике или в городе Якутске или как-то. Это кто проживает постоянно, то есть кто проживает на территории. Да, сейчас я скажу, что такое постоянно. Это те, кто проживает в республике, на территории республики год и более. И независимо от того, где он зарегистрирован. Значит, подлежат переписи те, кто проживает на территории республики год и более. Также на территории республики будут переписаны временно отсутствующие. То есть кто отсутствует менее года. То есть они выехали, но меньше года, поэтому они будут переписаны тоже у нас в республике. У меня тут вопрос такой. А если, допустим, сейчас многие уезжают куда-то на зимовку или по полгода в командировке, многие даже за границу, вот им что делать? Вот вроде как бы и приписан, и меньше года буду отсутствовать, а как мне переписаться-то? Легко. В наше время технологий и цифровых возможностей
Во-первых, конечно, самое простое и самое удобное для каждого будет пройти интернет-перепись. Понятное дело, что с любой точки земного шара, хоть на обратной стороне, можно зайти на портал госуслуги, самостоятельно переписаться и себя, и членов своей семьи, жену, детей, бабушек, дедушек, тещу, свекровь и всех остальных членов своей семьи. И, ну, а вдруг, если что, то со слов оставшихся на родине родственников, вот эти временно отсутствующих, мы перепишем. А в этом году, получается, в 2020 году, какая особенность будет именно в переписи? Что-то изменилось за 10 Конечно, вот лет? мы уже начали об этом говорить. Ну, как мы поняли уже, что да, будет через да, интернет. да. Традиционно все предыдущие переписи, и вот даже наши последние, 2002, 2010 год, и между ними там сельхозпереписи, традиционно переписчик с портфелем, с бумажными бланками подходил к каждому. Да, и со слов... кстати, я, по-моему, что такое помню. Да, так Значит, и было. это говорит о твоем возрасте. Так и было, да. Переписчик ходил с полным портфелем бланков и со слов ну, вот, граждан, членов домохозяйства переписывал. Теперь, значит, не может все оставаться по-прежнему. Цель переписи остается та же. Ну, переписать все население, узнать, как оно меняется от переписи к переписи, что происходит в жизни общества, в жизни наших граждан, но меняются способы проведения переписи. Поэтому уже вот в 2020 году перепись пройдет по новым, много новых позиций. Будет, во-первых, дана возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Для особо осознанных, скажем так, ответственных граждан. Это не только для особо осознанных, для тех, кто бережет свое время. То есть не надо ждать переписчика или подстраиваться под его, или переписчик много раз к вам будет ходить в любое удобное время, зайдет на портал госуслуг. То есть назначается время? Не назначается. Нет, просто заходишь, когда тебе удобно. Портал госуслуг работает круглосуточно. Имеется в виду, но в любом случае пеший тоже будет, да? Пеший тоже будет, потому что все равно останется категория людей, где у нас нет интернета. Или по каким-то другим причинам не смогли это сделать. Тогда все равно ко всем все равно пройдет переписчик. Если вы переписались на портале госуслуг, вам придет код подтверждения участника переписи, вы его подтвердите, переписчик вам скажет спасибо, и на этом для вас перепись закончится. И весь разговор закончен, да? А вот кто-то, может быть, там, или соседи ваши, или родственники ваши не переписались, вот тогда переписчик достает из своего портфеля, хотела сказать бумажный бланк, достает планшет, следующая инновация. Достает планшет и уже на планшете будет заполнять электронные переписные листы. Вот эти все новшества, инновации, они способствуют тому, что ошибок будет гораздо меньше, потому что там уже встроены контроли, справочники, переходы, логические увязки между вопросами. То есть качество переписи уже будет заведомо лучше. Понятное дело, технологии позволяют контролировать сразу на момент ввода. Современные проблемы требуют современных решений. Да? У меня такой вопрос. Наверняка многие бабушки, дедушки, как обычно беспокойные наши товарищи, родственники, начинают сейчас уже беспокоиться, чтобы, не дай бог, не открыть дверь мошенникам. Это реалии времени. Какой документ, какие, не знаю, бланки должен предоставить переписчик? Абсолютно верно. Каждую перепись мы всегда объясняем и говорим. Ситуации бывают разные, поэтому наш переписчик ходит обязательно с удостоверением. Удостоверение установленного образца мы еще поближе к переписи будем не раз и демонстрировать, и публиковать на сайтах образцы этого удостоверения. Только удостоверение плюс паспорт, что да, это он наш переписчик. Да, и последний вопрос, к сожалению, у нас время заканчивается. В этом году будут волонтеры, да, работать? Да, буквально на днях, буквально на прошлой неделе в Сочи прошел международный форум добровольцев, и там было подписано соглашение между руководством Росстата и Федеральным агентством по делам молодежи. Подписано соглашение по проекту «Волонтеры переписи». То есть будет набран целый штат и целая армия волонтеров, которые будут помогать проводить нам перепись населения. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Будем участвовать. Переписывайте всех. Спасибо вам. Надеемся на ваше участие. Да, мы переходим на короткую паузу. Друзья, программа «Новый день» продолжает радовать вас сегодняшним понедельничным утром. И, кажется, у нас есть приветы. Да, есть сообщение такое, знаете,
Здравствуйте, передайте привет Саине Аргуновой от Аины. Это по-другому письмо на деревню дедушки. От Саины для Аины. Но в любом случае мы были обязаны передать это сообщение, мы передали. Хорошего дня. Далее мы переходим на новость. Это «Утро на Якутия-24». Мы с коллегами расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Инвентаризация углеводородных месторождений России завершится в 2020 году. Министерство природных ресурсов и экологии в начале декабря закончили первый этап. Общий объем рентабельных запасов нефти составил 11,5 миллиардов тонн сырья, что составляет 67% от всех соответствующих ресурсов. По данным Роснедр, на территории России учтено 2700 месторождений, на балансе которых числится почти 29 миллиардов тонн нефти. По 327 учтенным месторождениям данные являются устаревшими, поскольку недропользователи не предоставили актуальные сведения. Также ведомство пересмотрят механизм процесса инвентаризации. Сейчас такие мероприятия проводятся не чаще, чем раз в 3-5 лет. Минтруд, в свою очередь, предложил выплачивать стипендии россиянам старше 50 лет, которые планируют проходить обучение для поиска работы. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. Ведомство совместно с работодателями разработали списки самых востребованных профессий. Отмечается, что соискателей будут обучать по направлению от работодателей или же службы занятости. Предполагается, что к концу 2024 года профобучением и дополнительным профобразованием воспользуется не менее 450 тысяч человек. В столице региона прошло торжественное собрание общественности Якутии, посвященное 300-летию Сафрона Сыранова, первого главы, именно так тогда называлась эта должность, Кангаласского района и первого официально избранного главы Якутской области. Сафрон Сыранов родился в 1719 году в Монтанском наследии Хангаласского района, известен как первый якутский депутат и государственный деятель, вышедший на всероссийский уровень. Чтобы передать Екатерине II свои пожелания об обновлении законодательной основы российского государства, он проделал огромный путь. За полгода он доехал до Петербурга и добился таки поставленных целей. Во-первых, было образование, чтобы дети якутян, пускай даже и бедных, были наделены полномочиями, чтобы они могли развиваться, то есть получать образование. Да? В то время образование получали не простые якутяне, жители Якутии, да, а только вот богачей и купцов. Да? И еще у него было поручение, и он это выполнил, то есть освобождение и передача ясаков местным купцам, чтобы местные купцы, якутяне, могли получать вот языки от людей, да. А сегодня в стране отмечается День Героев Отечества. Традиционно в этот день в столице региона, городе Якутске, пройдут военно-патриотические сборы и уроки мужества. Также почтут память командира якутского ОМОНа Александра Рыжикова. Во время боевых действий во Второй Чеченской войне 7 января 2000 года, прикрывая отход бойцов от огневой точки, Александр получил смертельное ранение в голову. Указом президента России Рыжикову присвоено звание Героя страны посмертно. Сослуживцы и товарищи вспоминают, каким был командир, рассказывают про его последний бой и как ценой собственной жизни до последнего Александр был рядом со своим отрядом. У нас существовал такой оборонный лагерь «Отважный», военно-спортивный. Несколько маршрутов возглавлял Саныч, то есть самые тяжелые такие походы Сан Саныч проводил. Ну и основной принцип Рыжикова был «это делай как я». Активное участие принимал Рыжиков, хотя у командира хлопот хватало и до этого. Рыжиков умел подбирать личный состав, особенно на командировке. И тут без преувеличения можно сказать, была команда Рыжикова стоять до последнего.
Ну что ж, друзья, в начале программы мы уже говорили, что сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Мы увидели, как выглядит 1 триллион долларов, как центр города Якутска. Но на эту тему, о том, как бороться с коррупцией, мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас Илья Анатольевич Жирков, консультант управления при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений. И Софья Савина, ученица 10 А класса 5-й школы. Доброе утро. Как у вас настроение? Ну и, собственно, какая работа проводится в связи с борьбой с коррупцией? Доброе утро. С началом недели. Наша работа вообще в основном состоит из профилактики правонарушений коррупционных, да, и представляет собой это реализация мероприятий, направленных национальным планом противодействия коррупции, планом противодействия коррупции республики. Мы проводим ежегодно на плановом мероприятии по курса повышения квалификации для государственных муниципальных служащих. Еще проводим выездные семинары для муниципальных служащих, для лиц, замещающих муниципальные должности. В этом году уже мы проводили в Алдане, в Черепчинском улусе, в Верхнеколымском, в городе Якутске, в Наумских улусах. Да? И еще проводим в виде конференц-связи обучающие семинары для государственных муниципальных служащих. Тоже часто проводим. Еще проводим мероприятия. В этом году благодаря госпрограмме нашей мы издали полиграфические издания. Это брошюрки, буклеты, памятки, да, не только для государственных муниципальных служащих, но и для населения. То есть такие скажем, как напоминалки, чтобы были в курсе, да? И очень у нас выпущены были 2 социальных ролика для подрастающего поколения, чтобы у них в сознании сформировалось, что такое коррупция, что это плохо, да. И эти социальные ролики транслируются уже с октября месяца по национальной вещательной кампании и по телеканалу Якутия-24. С сегодняшнего дня конкретно, да, приурочив ко дню коррупции, какие мероприятия начинаются? Нельзя сказать, что начинаются, да, потому что у нас декада уже началась. Мы с конца ноября месяца уже проводим мероприятия на республиканском уровне, на районных уровнях, да. Будь то это у нас для населения ориентированное тестирование проводим в онлайн-режиме, акция против борьбы с коррупцией. Как проходит тестирование? Тестирование у нас 2-й год проводится. Если в прошлом году приходили на базе Высшей школы инновационного менеджмента, проходили 120 участников, в этом году в онлайн-режиме, и на сегодня уже более 500 участников прошли тестирование, тем самым закрепив свои знания по борьбе с коррупцией. Там получается как в тестовом варианте, либо тест, ответы на тесты. Можно себя проверить. Большое мероприятие у нас виртуальная выставка Национальной библиотеки. Именно огромное количество мероприятий проводилось на базе исторического парка «Россия. Моя история» 5 декабря. 3 декабря была постановка «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Классика в этом жанре. Нас поддержало очень Министерство культуры и духовного развития. И еще после пьесы был разбор именно с участником. С правовой точки зрения? Конечно, с участием прокуратуры, исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Такой нестандартный подход, и проводим еще деловые интеллектуальные игры. Не только для государственных служащих, это у нас для молодых госслужащих квиз, для более уже маститых «Что, где, когда» проводим, и направлено для школьников правовой марафон «Стоп коррупции». Я думаю, что Софья про это нам расскажет. Что это за такой правовой марафон? Я знаю, что ты была организатором. Как тебе пришла идея и в какой форме он проходил? Меня пригласили как организатора провести одну станцию. Моя станция называлась «Мы за мир без коррупции». Что это из себя вообще представляет этот правовой марафон? Было всего 7 школ, из каждой школы по 10 участников. И они ходили по станциям, мы давали им информацию про коррупцию, рассказывали им по своей станции, по своей направленности что-то по коррупции, у кого-то там связанное с искусством, и проводили им разные игры. Твоя коррупция станция даже в искусстве. В какой теме была? Допустим, та же самая «Ревизор». Но я спрашивала, какой вклад мы можем внести, молодежь, с борьбой с коррупцией. То есть ты устроила такой брейнсторминг, получается, да? Собирала идеи. И какие идеи получила? Были такие идеи, допустим, как создать Инстаграм, снимать социальные ролики, проводить какие-то агитационные мероприятия.
Ну, Да, тесно работаете со школьниками, да? Чем это оправдано? Да, у нас вот идейным вдохновителем является Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Мы уже второй год с ними сотрудничаем. Если в прошлом году проводили модель ООН для школьников, и в этом году вот правовой марафон «Стоп коррупция». Ну, потому что у школьников, у детей, да, сознание формируется уже в юности, в детстве. Поэтому мы хотим заложить уже со школьных времен, чтобы они понимали, что такое коррупция, что это плохо, как бороться с коррупцией. Ну, правильно. Если мы хотим что-то изменить, мы должны начинать с самых молодых, если не сказать маленьких, да? Илья Анатольевич, но все мы знаем примеры других государств, где коррупция привела буквально к краху государственных строев, да? Главная цель борьбы с коррупцией в России – это действительно укрепление нашей государственности. Мы воспитываем подрастающее поколение, мы следим за информированностью населения. Ваше личное мнение, вот представьте себе прекрасное, недалекое будущее, когда, наконец, все будет идеально. Каким оно должно быть? Да, каким оно должно быть, если у нас появятся эти деньги, которые не уйдут куда-то в непонятном направлении. Ну, помечтаем, может быть, да? Ну, можно сказать конкретнее. Что изменится в нашей жизни, если коррупции не будет? Да, если эти деньги куда-то мы применим в хорошем направлении. Ну, вот действительно, у нас и в бюджете деньги будут только направляться в нужные цели, да, использоваться по целевому назначению. И я надеюсь, что наладится и жизнь для населения, и вообще, в целом для государства, да. И в этих целях, конечно, мы вот работу проводим, и не только с госслужащими, и с населением, чтобы и приравняться к странам-лидерам. Ну, а лидеры в этом направлении по борьбе с коррупцией, в мире вообще, конечно, коррупцию еще не искоренена полностью, да, но некоторые страны есть, которые очень сильно борются, такие как Япония, Китай, Финляндия. Вот такие страны. Какие-то данные у вас есть, какие они рычаги воздействия на коррупционеров применяют там у себя? Ну, конечно, мы их опыт тоже перенимаем, опыт от лидеров, да, так скажем, и от других стран, от других регионов. Конечно, мы... Ну, надеюсь, там не совсем кровожадно. Но все-таки это развитые, цивилизованные страны. И хотелось бы узнать вот поподробнее про что, где, когда. Расскажите, как это проходит? Ну, что, где, когда, это вообще российская известная игра же, да? У нас проводила Татьяна Тарасова, это у нас региональный лидер, председатель регионального отделения игры «Что, где, когда». Участников было очень много, прокуратура, следственное управление. 13 участников было. Выиграли команда исторического парка «Россия. Моя история». Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Надеюсь, ваша работа всегда будет оправданной. Будем следить за вами, за вашими успехами. Спасибо вам. Мы опять же переходим на перерывчик. Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами программа «Новый день». Евгения Гурилева и Максим Гоголев. И у нас, как всегда, отличные новости. Друзья, если вы хотите сделать приятное своим близким, подарите им вот такие харысхалы-обереги с пожеланием счастья, удачи в наступающем 2020 году. Да, харысхалы, они действительно очень много значат для нашего народа. При этом вы можете выиграть просто замечательные призы. Самый большой приз – это Hyundai Solaris машина. Да, вот так вот пожелай ближнему своему удачи и получи сам что-нибудь. Ну, а я думаю, сейчас самое время напомнить вам о том, какая погода ждет нас сегодня. Вчера мы очень сильно замерзли, вдруг сегодня будет потеплее. Давайте узнаем. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных улусах минус 34, минус 45, днем минус 32, минус 41. В заречных минус 35, минус 46, днем минус 39, минус 35, в южных минус 29, минус 38, днем минус 27, минус 36, в вилюйских минус 25, минус 38, днем минус 31, минус 37. В Нижнеленских минус 39, минус 40, днем минус 36, минус 46, в западных минус 24, минус 31, днем минус 24, минус 34, в Колымо-Индигирских минус 22, минус 49, днем минус 27, минус 39, в Янских минус 42, минус 48, днем минус 27, минус 42. На северо-западе 36, минус 45, днем минус 30, минус 44.
В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 41 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 37, минус 39 градусов. Ну что ж, действительно, чуть теплее, чем вчера, хотя бы в городе Якутске. Друзья, ну а у нас для вас есть полезная информация. Если вы сейчас находитесь в поиске работы, то внимание на экран. Биржа труда сообщила нам о новых вакансиях. Итак, сейчас требуется начальник отдела, профильное высшее образование, опыт работы от 1 года, обязательный предварительный медосмотр. Зарплата очень хорошая, друзья, 40 тысяч рублей. Требуется преподаватель, высшее профессиональное образование, квалификация первая высшая, справка о наличии или отсутствии, вернее сказать, судимости, зарплата 14 100 рублей. Требуется продавец-консультант без вредных привычек, без отпуск 52 календарных дня, без проезда. Зарплата 27 тысяч рублей. Молодожены из Санкт-Петербурга Лиза и Виталик. Ну что ж, видимо, сюжет поторопился в эфир. Да, действительно. Ну, действительно, да, блогеры в последнее время очень заинтересованы нашим краем. Но это не удивительно, наш край очень колоритен. Всем уже надоели, да? Жаркие страны. Да, а что именно заинтересовало блогеров, узнаем в следующем сюжете. Молодожены из Санкт-Петербурга Лиза и Виталик уже 8-й год путешествуют по всему миру. За плечами у них более 60 стран. Во время каждой поездки снимают видео с рассказом об особенностях самостоятельного путешествия по этой стране, достопримечательностях и людях, которые им повстречались. Мне очень запомнилось первый день, когда мы покупали себе теплую обувь, покупали перчатки, заходили в разные магазины, и все время был подъем по лесенке, и всегда на лесенках был расстелен ковер. И для нас это был шок, зачем везде ковры. И только потом мы поняли, потому что ступеньки скользкие, чтобы люди не падали, везде эти ковры просто повсюду. Да, это тоже необычно для нас. И то, что машины накрывают специальными тентами, чтобы они не завезли специальные пуховички для машин, тоже очень здорово. Мы видели последний раз где-то в Китае, там было очень холодно, у них вот на байках специальные рукавицы, а здесь вообще полностью машина вся. Да. У меня ассоциировалось, что это просто бескрайнее белое поле, засыпанное снегом, стоят юрты, и люди все укутанные, там какие-то эскимосы бегают, что такое. Да, ну да, примерно такое. Поразило то, что мы приехали, сам город Якутск, очень инфраструктура сильно развита, то есть мы думали, что здесь вообще все с этим плохо, а здесь и автобусы, вся транспортная система развита. Да, очень много ресторанов, кафешек, весь город светится вечером. Первое впечатление — это какой-то детский восторг, потому что мы около 10 лет путешествуем и постоянно в теплых краях где-то. То есть мы зимы вообще никогда нигде настоящей не видели. И сейчас мы просто увидели этот снег, здесь такая классная атмосфера, она новогодняя. В общем, нам очень нравится. А мне очень понравились люди, потому что если сравнивать с нашей, у нас какие-то более замкнутые, закрытые люди, а здесь такие открытые, более веселые, как-то вот, мне так, вот такие у меня ассоциации. Блог Лизы и Виталика на YouTube называется «Своим ходом». Он уже давно стал своеобразным справочником, к которому обращаются туристы, собираясь отправиться в заграничную поездку. Особенно те, кто предпочитает не покупать пакетные туры, а планирует все этапы путешествия самостоятельно, как это делает автор «Своим ходом». В течение недели ребята хотят создать уникальный выпуск про нашу любимую Якутию. Вас очень сложно снимать, потому что холодно. Я вот сегодня с камерой бегал, 40 градусов минус, она просто заледеневает. Нужно постоянно ее согревать, а просто нужно начинать снимать на самом деле. Нужно не бояться снимать. Если тебе есть что показать, есть что рассказать, у тебя обязательно что-то получится. Да, и мне кажется, можно выбрать для начала свою тему какую-то актуальную. Например, вот только мы сегодня разговаривали, что парень ведет, например, он бармен и начал свой блог про то, как он делает коктейли. Ну, то есть, если ты что-то умеешь, нужно про это и рассказывать. То есть, не нужно смотреть вообще ни на кого, нужно делать то, что тебе нравится, и тогда это будет получаться. Я надеюсь, что мы снимем очень крутые выпуски на наш YouTube-канал «Своим ходом» про Якутию. И не только люди с других уголков планеты, но и якутянам очень это понравится, потому что мы стараемся. Ну вот так вот, чем заинтересованы, мы узнали. А тема следующего разговора у нас кинофестиваль «Волшебный фонарь».
Детская студия Stop Motion Намской школы номер 2 приняли участие во Всероссийском кинофестивале «Волшебный фонарь». Об этом нам сегодня расскажет руководитель студии Федорова Ефросинья Прокопьевна, педагог дополнительного образования Намской СОЖ номер 2 И Данил Туприн, ученик 6 класса, юный мультипликатор. Как у вас настроение? Самый, наверное, первый вопрос. Вы сегодня с Намцев приехали или в городе ночевали у родственников? В городе ночевали. Ну хорошо, а то я думаю, во сколько же вам пришлось выезжать? Ну и что ж, расскажите про кинофестиваль, когда и где он прошел. Кинофестиваль прошел 29 по 30 ноября в городе Санкт-Петербург, в центре «Динамика». В прошлом году мы участвовали заочно, но То есть отправляли работы да, свои, отправляли работы и были номинантами тоже фестиваля. И в этом году они нас настоятельно просили, чтобы мы приехали. Ну, центр «Динамика» – это абилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И в этом году на фестиваль было представлено 89 работ из разных уголков нашей страны, и из Хорватии, даже из Индии были фильмы. То есть такой международный, да? Да, международный фестиваль. Я повезла 6 детей. Конечно, желание у меня было повезти всех своих детей с ограниченными возможностями, но согласился только один. Конечно, транспортировка очень тяжело. Ну да. Один согласился, но вот герой, он у нас, Гуляев Толя, который согласился с нами поехать. И родители тоже. Толя сейчас привет, наверняка смотрит вас. Да. Ну, в этом году мы представили 6 фильмов. Был еще объявлен конкурс заставок. Это 10-секундные мультфильмы, которые раскрывают тему волшебного фонаря. Что это означает? И вот на заставках участвовали вот мои ребята. Они сделали кукольную одну заставку. Это Данил подготовил, да? Да. Мы чуть позже об этом поговорим с ним. Да. И 2 заставки сделала Ахлопкова Сахая. Она обучается у нас на домашнем обучении. Помимо этого мы представили несколько мультфильмов. Один мультфильм у нас сделала Баишева Илона, которая выбрала такую сложную тему. В 4 классе она проходит вот по литературе, они проходят тему про былины. Былины. Да, былины, русские былины. И вот она решила сравнить, о чем рассказывает русская былина и о чем рассказывает якутская былина. Вот Алонхо, наш эпос Алонхо. Ну как, вот нашла общая тема? Да, общая тема, конечно, это победа над злом. Да, и, добра над злом. Да, победа добра над злом. И, конечно же, каждый человек должен быть патриотом, богатырем и должен защищать свою страну. Ну что ж, Данил, я бы хотел у тебя узнать. Ты мультипликатор, ты делаешь мультики. Как это? Да, ты в какой технике работаешь? Какие инструменты используешь? Планшет? Или ты рисуешь от руки? Или, возможно, ты кукольные мультики делаешь? Как ты к этому пришел? Ну, я пришел потому что мой друг мне это показал. И я начал увлекаться этим. И, ну, понятно, так и приклеилось. Сколько лет уже занимаешься мультипликацией? Целый год. Целый год, представляете? А в какой технике все-таки работаешь? Пластилиновый. Пластилиновый? Как старый мультик «Пластилиновая ворона». И, по-моему, ты еще по второй технике работаешь, да? Да, рисование. А что легче, лепить вот фигурки из пластилина или вырисовывать? Ну, более-менее легче пластилином. Да? Их двигать. Двигать. Слушай, а чтобы сделать, допустим, ну вот такое движение кукольной рукой, сколько нужно слепить формочек и сделать кадров? Ну, сколько кадров нужно, да, скорее всего? Ну, примерно. 24. 24, боже, ужас какой. Сколько ты готовила свою 10-секундную заставку для волшебного фонаря? Сколько времени у тебя ушло? И килограммов пластилина? Или что, из пластилина делал, да? Нет, это кукольная анимация была. Кукольная. Хорошо, сколько у тебя потребовалось дней или, возможно, даже месяцев на это? Ну, я 30 дней. О, боже, ну Делал так 30 ты дней. очень производительный мультипликатор. Какие у тебя еще дальнейшие планы, я бы хотел узнать? Я бы хотел участвовать на следующем году в конкурсе «Волшебный фонарь».
продолжать, да? Да. Уже есть какие-то идеи, с Да. каким мультиком ты Да. туда, какой мультик подготовишь? Да. Раскроешь для- секрет? Нет, Нет. наверное, да? Скорее всего, он не скажет. Но Нет. давайте вот спросим, какие мультики ты сам любишь? Да, сейчас с популярным. Я более-менее люблю те мультики, которые более-менее, они, где двигаются персонажи, которые делают сами из пластилина, из То есть те, что всякого. изготовлены руками. Да. Авторские Тебе работы. эта тема близка. Ага. И Расиня Чем ты сам Прокопьевна, занимаешься? ну, в конце нашей беседы, да, хотелось бы от вас услышать главная идея вот участия в подобных конкурсах. Что это? Ну, в этом году мы участвовали, фильм наш, номинант, его сделала Федорова Уруйдана из 3 класса. Она сняла фильм о своей приемной семье, о приемной семье Сивцевых. И вот они победили. И я хочу, чтобы идея у нас была, чтобы... Ну что ж, Чтобы спасибо дети большое. принимали да. активное участие, да? Спасибо большое, вам что большое и пришли. хорошего вам дня. До свидания. Люди